Привет! В эфире передача о крутых и талантливых подростках. Кажется, что они все могут, знают, чего хотят и четко идут к намеченной цели. Вы смотрите программу «Выше всех». На первый взгляд, все наши герои – обычные парни и девушки. Да, но только они умеют правильно расставлять приоритеты и ежедневно самосовершенствоваться. «Выше всех» – это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомит с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Леса. Привет, Марсель. Я знаю, у тебя очень много разных увлечений, и давай сразу приступим. Какое у тебя самое любимое? Самый любимый – это эпос «Урал-Батыр». Я его знаю наизусть, и я пишу исследовательские работы как по биологии, так и по башкирскому языку. Также играю на аккордеоне, на кубызе, на деревянном кубызе. И плету именные браслеты. Также делаю резинки из фоамирана. Ого, как много разных увлечений. А вот Урал-Батыр, я знаю, что его на разных языках читают. Да. Ты именно на башкирском или ты на немецком, там, может, на французском? Ну, я эпос «Урал-Батыр» выучила именно на башкирском языке. Я его учу с 4 класса. Вот, в том году я выучила его полностью. Каждый год я участвую на республиканском конкурсе. Я участвую в 4-й год. Вот грамоты 1-й степени, 2-й и 3-й. Давай я посмотрю и покажу зрителям. А сколько там строчек? Он же такой длинный. Там больше 4000 строчек. Кажется, вот один раз рассказала и все. А как ты самосовершенствуешься? Ну, каждый год я добавляю разные инструменты. Егет, уйың ой булһын, бер зур майдан құрайым. Хомай майдан йығантай, ақ бузын сақырғантай. Я вот на столе вижу кубыс и, наверное, деревянный кубыс. Да. Расскажи об этом, как играть, вот, например. Ну, на обычном кубысе я играю с начальных классов, на нем играть очень тяжело, а вот на деревянном я училась не так быстро, потому что на нем играть сложнее. А на деревянном как играть? Это очень необычно, на самом деле. Я вот слышал, как играют на обычном кубызе. Это так здорово, что ты интересуешься культурой родного народа. А откуда вообще это пошло? Я думаю, что каждый башкир должен играть на кубызе, курая и знать хотя бы содержание эпоса «Урал-Батыр». Я знаю, что ты переводишь статьи Википедии на башкирский язык. Это, наверное, очень сложно. И вообще, сколько это времени занимает? Ну, статьи я перевожу, когда есть свободное время. Поначалу было как-то тяжело привыкнуть. Бывают такие моменты, когда не знаешь перевод слова и ходишь в библиотеке, там узнаешь. Я перевожу тексты с русского на башкирский язык в Википедии. Я уже перевела 7 текстов биографий иностранных спортсменов, ученых. Мне очень нравится этим заниматься. В данное время я перевожу текст Билли Джин. Она знаменитая американская теннисистка. Это мои опубликованные статьи. Получается, за это деньги получаешь? Нет, я деньги не получаю. За это накапливаются бонусы, и потом, получается, едем на различные конференции по поводу вот этой вот Википедии. Я вижу у тебя немного дипломов на столе. Наверное, это самое ценное. Да, я принесла самый ценный диплом. Да, а вот за что они? Недавно я участвовала в конкурсе
актуальную проблему науки и техники 2018 года, где заняла второе место. Этот конкурс проходил в нефтяном университете. Я уже выступила перед жюри, конечно, волнения были, но я на вопросы смело ответила. Думаю, что жюри достойно оценило мою работу. О чем была твоя работа? Моя работа была о состоянии воздуха в городе Белорецк. Составили коллекцию лишайников и выявили самый загрязненный участок города Белорецк. И какой тут участок оказался? Самый загрязненный участок был около завода в городе Белорецк. Мы видим, что в данном участке наблюдается защелачивание, значит, снежного покрова, значит, это свидетельствует о том, что там загрязненный воздух. У тебя так много всего связано с исследовательской деятельностью. Ты, наверное, хочешь стать ученым в будущем? Нет, в будущем я хочу стать врачом, педиатром. А почему? Потому что я люблю лечить детей, и помогать. В будущем я хочу заниматься волонтерской деятельностью, помогать больным детям. Такое благородное дело, но в наши времена за такое же платить не будут. Как ты к этому относишься? Но я думаю, что главное не деньги, главное, чтобы помочь остальным детям, чтобы все были здоровы. Ну да, правильно. Вот бы весь мир так думал. Я еще люблю ухаживать за животными. Его зовут Зек. Он вот такой вот миленький. А как одноклассники относятся к твоей научной деятельности? Они относятся хорошо, им тоже очень интересно. Даже некоторые начали больше участвовать в таких конкурсах, конференциях. Раз у тебя любимый предмет в школе биология, и ты хорошо очень знаешь ее, наверное, тебя просят списывать, да, там, домашку. Ну, бывает иногда. Ты даешь? Да, конечно. С детства дружила с ней. В садике, например, я с ней встречался, разговаривали, играли в детстве. Иногда даже сама предложит помощь, если видит, что человек в безысходной ситуации. Очень спокойный человек. При любых конфликтах она не ввязывается в эту ситуацию, она пытается, наоборот, разрешить ее. Она хорошо учится, участвует во всех конкурсах, и на это все у нее есть, на это все она найдет свободное время. Лейсан очень спокойная и добрая, но если на нее слишком давить, то она может дать любому отпор. Голосуйте за меня, потому что я... Мегамозг класса! Вот я на столе вижу журналы, а для чего ты их принесла? Я очень люблю фотографировать животных, природу нашего родного края. Какая фотография твоя? Вот эта вот фотография моя, я фотографировала сестренку в башкирском платье. А вы специально делали фотосессию именно в этом месте, в этом наряде? Нет, мы 1 мая выходили на природу в деревне. Моя сестренка тоже рассказывает эпос Урал-Батыр на тюркском языке. И мы ее снимали на видео и решили ее сфотографировать. Ну, фото прикольное точно получилось. Я вижу, вот на столе у тебя ободочки есть. Это ты сама их делаешь? Да, я делаю сама из материала, который называется фоамиран. А как это все происходит? Покупала специальный клей-пистолет, далее вырезала вот такие вот разные фигуры и приклеивала с помощью клея-пистолета. Прикольные штучки ты делаешь. Наверное, нравится девчонкам. Да, девчонкам нравится, сестренкам тоже. Также я
Плету именные браслеты. Я тебе принесла браслет, хочу его тебе подарить. Ого, спасибо. Тут прям написано, да, мое имя? Да. Здорово, я его теперь всегда буду носить, ну, потому что именной браслет, как бы, не шухры-мухры. Еще на уроках технологии мы делаем элементы национального костюма. Например, это нагрудник. В данное время это очень модно, и его в последнее время носят все женщины вместо бижутерии. А что это за статуэтка? Эту статуэтку я получила в 2015 году. Я написала стих, и его опубликовали в журнале «Акбузат». А каким образом ты получаешь вдохновение? Ну, от природы, наверное, больше всего. Ну, получается, выходишь в большое поле, да, и сразу хочется написать. А о чем твои стихи? Мои стихи о родном крае, о животных. Прочитай отрывок своего стихотворения. Стихотворение называется «Тамсакай». Я его написала в 2015 году, когда получила статуэтку. Тамға ямғыр яуғандан соң бір ысық тұрып қалған. Кімдір ошы ысықайға ис кеткес бір сыр халған. Ысықайдың хуратында бүті дүния сағалған. Табиғат мүғжизәһенә бөйік рәссам қағылған. Я так понимаю, это стихотворение про природу, да? Да, про капельки росы. Ну вот, да. Переведи для наших зрителей, кто не понял, ну, в отличие от меня. Это стихотворение про капельку росы, которая утром упала на стебель, и она стала как бы художником. Всю передачу здесь стоит аккордеон. Зрителю, наверное, интересно, зачем он тут. Ну, давай сыграй что-нибудь. Сейчас я тебе сыграю мелодию из башкирского спектакля. Очень здорово и круто. Это мне, кстати, напоминает, вот, когда я с бабушкой уезжаю на дачу, ну вот летом бывает же такое, по радио она включает вот музыку и почти такая же играет. Ну, ностальгия прям какая-то. Лейсан, я очень рад, что тебя встретил и познакомился с тобой. Ты очень разносторонний человек. Я тебе желаю, чтобы ты достигла вершин в медицинском деле. Спасибо большое. Ну давай, пока. Пока. Наша героиня нашла себя в народном фольклоре и науке. Пожелаем ей удачи в этой сфере. И, конечно же, победы в нашем конкурсе. Ребята, поддержите Лейсан в финале. А самое главное, будьте выше всех, ведь звезды всегда заметны. До новых встреч ровно через неделю.